Тема абсолютно не новая. Тема, которая с большой неохотой поднимается нашими элитами. Обычно люди не упоминают вслух те явления, которые внушают им какие-то опасения. Вы не заметили колоссальное количество интервью, диалогов разных, и вот с какой неохотой, просто скрипя сердцем, наши политические элиты упоминают простой, стандартный для всех стран закон. Большое вам спасибо за то, что вы здесь. Первым словом, мы с учетом того, что нас много, и мы хотели бы предоставить слово как можно большему количеству людей, мы попросили каждого выступающего в сжатой, ясной форме формулировать свою мысль. Главный такой вопрос, я хочу задать и себе, и всем, все ли идет в нашем государстве правильно. Как ситуация, которая сложилась за 26 лет нашего развития, как мы можем оценить? Мы за последние, особенно десятилетия, убедились, что у нас не все в порядке, так как те события, которые имели место и в 2014 году, и ранее, в 2004 году, если брать, и все развитие наше, ситуация с экономикой, ситуация в социальной сфере, нас никак не может туда устраивать, абсолютно. Исходя из того, что сегодня мы пришли к такой ситуации, мы должны найти пути выхода прямо скажем, надо констатировать факты и констатировать ситуацию. Это общественно-политический кризис. Та ситуация, которая сложилась у нас в стране. Не надо не обманывать, не тешить себя надеждами, что с приходом и с избранием нового президента, что у нас что-то может измениться. Я думаю, вы не настолько наивны, мы все, чтобы в это верить. Это сказки, Наша инициативная группа, которая занимается 20-й статьей, антикоррупционной, мы собирали митинги в прошлом году. В двух чтениях нам удалось кое-как пробить в двух чтениях закон о декларировании доходов и расходов чиновниками, госслужащими. Это в двух чтениях. Осталось еще 2 чтения. Но после того, как мы прекратили определенное давление, все застопорилось, и, как видите, ничего не принимается. Хотя были уверения наших депутатов, что они все за этот закон, и за конкурсный подбор кадров, и за все остальные антикоррупционные законы, что они только за, но дело не продвигается. По всей видимости, нужно нам собирать очередной митинг, у стен парламента, чтобы нам продавливать. Но, как понимаете, это же не выход из этой ситуации. Заниматься такими продавливаниями каждый раз по поводу каждого закона. Так как то, что происходит, это все-таки в первую очередь, как мы абхазец, мы можем сказать, в первую очередь, что это неуважение к нашему народу, ко всем нам. Когда чиновники запускают в казну свои грязные руки и начинают оттуда грести, это же понятно, что они обворовывают всех нас. Они какое-то аморфное понятие государства или казна. Не все это понимают. Наша задача, почему мы также нужно довести всем, здесь есть блогеры, есть администраторы, интернет-сообщество, которое должна все-таки способствовать тому, чтобы как-нибудь довести до нашего народа, потому что не все находятся в интернете, и даже кто находится, те тоже не понимают, что это такое, что это за зло и как с ним вести себя. Вынесение такого вопроса, как довольно серьезного пакета законопроектов, о декларировании, о конкурсном отборе госслужащего, государственной службе и незаконное обогащение.
Вот, значит, статья, которая может быть имплементирована как раз в уголовное законодательство. Вот это, в общем-то, такой пакет, он закономерен, можно так сказать, потому что мы, в общем-то, убедились, насколько сложно, в общем-то, справиться с бюрократией. Право, если не стоит над государством, то оно превращается в самоцель. И вот мы должны подумать о том, как это право, вот. И вот одно из прав, вот, которое может нам стать, это вот тот стандарт, о котором мы говорим сегодня, это стандарты международные. Поэтому единственное спасение, это не просто вот очередное, там, что-то мы хотим, да. Нет, это вопрос жизни и как бы смерти этого государства. Коррупция стала проблемой национальной безопасности, это абсолютно точно. И любой человек, который туда, в эту систему оказывается, конечно, он не сможет, как бы он там не был честным и так далее, это все. И поэтому мировой опыт достаточно серьезный есть, как с ним справиться. Что самое важное, чтобы понять, в чем суть. Там, где коррупция, там нищета и богатство. Тоже. Это вот если взять индекс восприятия коррупции, там 180 государств, и возьмите благосостояние, тоже есть индекс развития человеческого потенциала, индекс там, ВВП на душу населения, и вы увидите, что есть прямая связь. Коррупция влечет бедноту, конфликты и все это. И потеря суверенитета. Если страна не производит сопоставимые товары по качеству и цене с соседними, суверенитет не удержать. Или просто сказать, допустим, суверенитет не удержать, когда импорт превышает над экспортом. Все. Это простые вещи. Одну важную вещь хочу сказать. Антикоррупционный пакет надо принять до выборов президента. До выборов президента. Это единственный шанс на то, что, ну, конечно, когда-то она появится. Но сейчас есть шанс. И давайте поможем тому президенту, главе государства, чтобы он справился. Это мы ему сейчас можем помочь. Кто бы там ни был. И поможем депутатам, которые легко, или как легко, или могли бы там принять его вот в ближайшее время. На это нужна воля. И вот воля мы выразим его здесь и сейчас. Ну, о 20-й статье много было сказано, зачем она нужна, еще будет сказано о всех перипетиях, что с нами происходило, какие-то законы приняты депутатами. Я вот сейчас хочу вам рассказать один из законов, принятый уже депутатами, о декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия. Он был принят 1.06.2015 года, президентом был подписан 15.06.2015 года. Вроде бы все хорошо. Я подготовил 5-страничный доклад о разборе этого закона, но сейчас я не буду. Время много у вас занимать. Короткую выжимку из этого доклада я вам покажу. Вообще, изначально непонятно, ради чего данный закон был кем-то инициирован, разработан и в последующем принят. Потому что даже краткий анализ его статей однозначно показывает, что данный закон в действующей редакции не является нормативным актом, позволяющим говорить о реальном переходе на публичное и прозрачное декларирование судей Республики Абхазия. Судя по названию этого закона, посредством декларирования доходов и расходов судей страны, мы, граждане Абхазии, будем обладать информацией о том, что самые высокооплачиваемые чиновники нашей страны подвержены незаконному обогащению или нет. А в случае выявления подобного, то якобы все три ветви власти, сама судебная, исполнительная и законодательная, якобы будут пресекать данный и весьма опасный вид правонарушений. А теперь перейдем непосредственно к анализу основных понятий и положений закона. В статье 2 дается толкование того, кого нужно считать членами семьи судьи, кого декларантом считать. И там обозначены только две категории. Супруга и несовершеннолетние дети. То есть вместе с судьей, ввиду особой важности его работы, публично декларировать свои активы будут обязаны. Вот только две категории. Теперь я вот скажу, в чем хитрость в чем состоит. Согласно Гражданскому кодексу Республики Абхазия, главе 63, наследование по закону, статья 11.28, наследники разделяются на несколько категорий. В первой очереди, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг
и родитель наследодателя. Вы заметили, что их там в законе судей выключили. Вот где первая ловушка. Супруги супругов, вне зависимости от совершеннолетней, и родители. 3 категории родственников, а там только 2 в нашем так называемом законе. Причем одна из категорий даже облегчена, несовершеннолетние дети. Вторая лазейка. В законе декларирования судей введена такая норма, опять же, несовершеннолетние дети. Будем рассуждать гипотетически. Если судья взял крупную взятку и купил себе недвижимость или автомобиль люкс-класса или еще что-то, он просто его может оформить на своего совершеннолетнего ребенка, и это не будет считаться преступлением. То же самое будет происходить и в отношении других ценных вещей, которые коррумпированный судья может отписывать. Уже, как говорится, на входе здесь заложена защита коррупции. После совершеннолетия, когда они уже могут становиться собственниками активов, дети судей исключены из списка лиц, обязанных обосновывать приобретение активов. Точно таким же образом незаконно приобретенное имущество можно оформлять и на родителей. В данном законе продумана еще одна схема, позволяющая защитить именно, я не оговорился о коррупции. В частности, в случае необходимости, благодаря данному закону, активы, приобретенные незаконным путем, можно будет объявить сведениями, представляющими конфиденциальный характер, или вообще сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну. Ну, посмотрите, насколько серьезно выстроена защита коррупционных факторов. Поэтому я считаю, мы считаем, что необходимо издать статью 1, статью 3, статью 13 и еще много изменений, каких мы хотим сделать. И еще пару слов о прямой защите коррупции, которая также отражена в данном законе. В статье 16 данного закона прямо указывается, что в случае непредоставления или предоставления заведомо недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, декларант привлекается всего лишь к дисциплинарной ответственности. То есть в данном законе непредоставление или предоставление заведомо недостоверных сведений не является уголовно наказуемым преступлением. Вот как о качестве выбираемых нами депутатов, выбираемых нами президента, вот, к сожалению, мы с этим столкнулись. Вот здесь в будущем нам предстоят выборы. Надеюсь, Абхазии повезет, и мы изберем достойных, нормальных руководителей всех уровней. А пока мы имеем то, что имеем. Всех с Новым годом. Спасибо за внимание. В средствах массовой информации и многими чиновниками данная тема замалчивается. Замалчивается намеренно, потому что невыгодно, потому что коррупционная составляющая, которая позволяет им зарабатывать определенные блага, в случае принятия данного закона будет исключать эту возможность. В мире существует несколько способов борьбы с коррупцией. Можно так разделить их на 2 способа. Один способ кардинальный, если быть более точным, это искоренение коррупции с помощью наказания сурового. В некоторых странах мира и по сей день оно применяется. Например, в Китае. Там коррупционеров, пойманных на взятках, расстреливают. Это не секрет, об этом знает весь мир. Помимо этого, семьям коррупционеров присылается впоследствии счет за патрон, который был потрачен государством на этого коррупционера. Это первый способ. А второй способ, который используется уже во многих странах мира, в десятках стран. Вот называлась цифра еще до меня, около 180 стран. Это 20-я статья Конвенции ООН против коррупции. Там много чего изложено, конечно же, под наши реалии надо много чего подстраивать. Закон, который разрабатывался, перерабатывалась вся информация там инициативной группой. Данный закон разрабатывался давно, уже не 1, не 2, не 3 года идет эта работа, но кроме 2 чтений в парламенте дальше пока не пошло. У нас же в Абхазии на данный момент коррупция, с ней никак не борется.
она, на мой взгляд, во всяком случае, с этим может кто-то не согласиться, но я больше чем уверен, согласятся многие. Коррупция у нас перешла в форму практически неофициального узаконивания. Осталось только прайс-листы распечатать с расценками и в государственных учреждениях развесить, чтобы народ, который туда приходит, знал, сколько, за что им придется платить. Да, там еще можно было бы и налогами обложить коррупционеров данных. Ну, нам надо уже определяться, нашему государству, нашему народу, как дальше будем действовать. Развиваться, либо же продолжать деградацию полнейшую. Надо задуматься о том, подрастающая молодежь, что будет дальше видеть. Задается несколько вопросов. Кого устраивает коррупция в нашем государстве? Кому она выгодна? На это ответить очень легко. Коррупционерам. Тем, которые противостоят принятию данного закона. Законодательные права в этом отношении лишь только у парламента. Потихоньку начинает развиваться понимание того, что эти антикоррупционные законы нам нужны нашему обществу. Будет ли работать этот закон? И многие сомневаются в этом. Я вам скажу так, он будет работать, поэтому и боятся его официально принимать. А контроль над данным законом, над его исполнением, все у того же парламента, который также должен после принятия этого закона продолжать процесс контроля, чтобы те коррупционные схемы, которые, возможно, также будут продолжаться, а не будут продолжаться, как до меня юристы говорили, коррупцию искоренить невозможно полностью, но до минимума хотя бы свести ее нам нужно. Ну, а после того, как закон этот будет принят и его будут контролировать исполнение, те чиновники, которые рвутся на места занять кресла, рассматривая их как хлебные, уже, возможно, даже туда не захотят пойти. Те деньги, которые воруются у государства, во-первых, они принадлежат народу, а так как их воруют, это деньги, на которые могли вылечить наших детей, на лечение которых собирают всем миром. Это школы и детские сады, которые по всей Абхазии стоят до сих пор не отремонтированные. И дети в ужасных условиях там учатся. Да, я могу напомнить своим сверстникам, как мы ходили и в школу, и в университет, сидели там в куртках, топили дровяные печки, но это было в 90-х годах, уже 20 лет прошло. Дороги, которые, кроме центральной трассы, практически все в ужасном состоянии. Также это деньги, которые воруются. На эти деньги могли бы эти дороги восстанавливаться по селам, по различным городам. Ну и немаловажный, животрепещущий, конечно же, еще такой момент, как пенсии. Мизерные пенсии у наших стариков. Смешно. Я, например, работник сферы туризма. Я встречаю гостей нашей республики, рассказываю им, показываю о достопримечательностях о нашей республике. Влюбляем, я, мои коллеги, их в нашу республику. Постоянно звучит один и тот же вопрос. От сотен туристов. А какая у вас пенсия? Мне, например, стыдно отвечать на них. Закон о декларировании расходов имуществ и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами, прошедший в 2 чтениях. Закон номер 856-6. В чем разница между подходом инициативной группы и вот законом, принятым в 2 чтениях? Мы вроде на встрече до 2 чтения пришли к одному знаменателю с парламентариями. Пункт, так, статья 6, пункт 4.
Декларации, предоставляемые кандидатами, претендентами на должность публичный орган, назначение, избрание на которые и освобождение от которых осуществляется президентом Республики Абхазия или по представлению президента Республики Абхазия, направляются публичным органом в администрацию президента Республики Абхазия. Это текст парламента. Теперь наш текст. Декларации, представляемые кандидатами, претендентами на должность в публичный орган, назначение, избрание на которые и освобождение от которых осуществляется президентом Республики Абхазия или по представлению президента Республики Абхазия, направляются соответствующим публичным органом в администрацию президента Республики Абхазия, а также в Министерству по налогам и сборам и его структурным подразделениям для последующего опубликования на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. То есть, в чем разница? Я руководитель администрации президента, или я министр по предоставлению президента. Мою декларацию по первоначальной версии отправляют в администрацию президента, где она там и останется, и будет пылиться. Мы предлагаем сделать ее публичной, вывесить на сайт Министерства по налогам и сборам, где вот уважаемая Зида Чаня, где Роберт Аршбабрадоков, спасибо, что он нашел время, сможет ознакомиться с моей декларацией, с членами семьи, декларациями, да, сможет задаться вопросом, ну, каким чудом мы при зарплате 15 тысяч стали долларовыми миллионерами. Еще одно расхождение. Статья 15 гласит: за предоставление неполных или заведомо ложных данных деклараций мера наказания в соответствии с действующим законодательством. В действующем законодательстве нет закона о декларировании. Естественно, и меры наказания за недостоверные ложные данные декларации нет. То есть отсылка в никуда. Там говорят, мы корыстный умысел докажем. Корыстный умысел доказать очень трудно. То есть я могу сказать, я забыл указать свою гостиницу не потому, что я предоставляю ложные данные, а потому что я отстаю в умственном развитии, не знаю, что-нибудь придумаю, да? Докажите мой корыстный умысел. Инициативная группа настаивает за меру наказания, статья 15, за предоставление ложных, неполных данных деклараций, отстранение от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. Нет смысла обсуждать какие бы то ни было реформы, если у вас нет рук настоящей госслужбы. Если у вас нет рук, фантазировать можно что угодно, вы не сможете построить ничего. А стержень настоящей честной госслужбы именно эти пункты. Нам пытаются представить этот закон, он якобы нарушает презумпцию невиновности. Ничего не нарушает. У меня друг есть, Надир Теймуразович Петиев, в Новой Зеландии находится. Я его спрашиваю, 37-й год есть у тебя, как нас пугают некоторые в парламенте? Есть у тебя 37-й год? Нет, говорит, нормально, все шикарно. Наша элита, они настолько уверены в своей безнаказанности, настолько уверены в том, что народ не найдет противоядия против них, что они наворованные активы не только не прячут, они ими кичатся. Они бравируют. Это выставленная на показ рожка станет по международным стандартам вещественным доказательством содеянного преступления, разграбления Родины. Этот закон будет работать даже в условиях полной продажи, даже в условиях того, что вся наша госслужба, вот ни одного законника не будет в этой цепи, а он будет работать. Именно такие законы создают впечатление, что немцы, или там, новозеландцы или сингапурцы более законопослушные, чем мы. Это неправда. Они такие же, как и мы. Просто их закон создан так,
что его невозможно игнорировать. 20-я статья превращает в вещественные доказательства вот эти награбленные активы. Это последнее, что может. Вы не замечали, у нас материалы контрольной палаты, они дальше не идут. Контрольная палата отписала прокуратуру, прокуратура что-то написала парламенту, парламент что-то сказал прокуратуру, и такая игра в переводного дурака ее. Материал есть, и ничего, дальше ходу им не дают, да? Знаете, есть такое выражение: ворон ворону глаз не выклюет. Не надейтесь, что завтра появится какой-то президент, и он поднимет все коррупционные дела, и все... Ничего подобного. Не будет этого. Без этой статьи никакого рычага на нашу элиту не будет. Это мы проходили. В 2014 году мы говорили об этом. Сейчас мы говорим об этом. Сколько еще драк, черного пиара, психоза в интернете надо пережить людям, чтобы принять очевидную, простую истину. Мы это дело так не оставим. Мы будем и собирать людей, приходить и в парламент, и на выборах мы попытаемся найти кандидатов. То есть обойти эту тему мы не дадим. Никто не сможет стать президентом, не приняв эту меру. А если станет, то станет ненадолго. Не получится. Задавая себе вопрос, все-таки что нам мешает нормально развиваться как государству, я получаю все время один и тот же ответ – это коррупция. То зло, которое несет большую угрозу в целом национальной безопасности, нашему государству в целом. Нам сегодня в тех реалиях, в которых мы существуем, необходимо, конечно, принимать эти антикоррупционные законы. Это мировая практика борьбы с коррупцией, на мой взгляд, она все-таки при желании приносит положительные плоды. Что происходит у нас в Абхазии сегодня? Обратно-таки, коррупция достигает страшных космических размеров в рамках нашего маленького общества. Я не хочу вдаваться в подробности, не хотелось бы столь о грустном, но мы все прекрасно друг друга знаем, видим, родственники, друзья, близкие, соседи, знаем и чиновников, которые за несколько лет, получая зарплату в 10 тысяч рублей, каким-то путем непонятным, Астамур до этого говорил, волшебным путем появляются друзья из России, которые дарят им 3-миллионные квартиры, дома и многое другое, они обогащаются. Откуда берутся эти средства, неизвестно. 10 лет я проработал, через 10 лет я купил себе квартиру. 10 лет я работал для того, чтобы ее приобрести. Меня удивляет, значит, чиновник приходит во власть, проходит несколько лет, и мы знаем, какой, значит, результат. Вот, господа, с этим надо бороться, это делать сегодня, это делать незамедлительно. К сожалению, на мой взгляд, за 26 лет становления нашей государственности ни одного шага в этом направлении не было сделано. Ни при кое власти. Ноль абсолютно. Ни одного нет резонансного дела, в конце концов, где чиновник получил бы реальное наказание, и, возможно, другим было бы неповадно. Первое, значит, статья незаконного обогащения и кадровая политика. То есть в этом плане мы всецело за с вами, мы идем до конца, это не первая наша с вами встреча в этом формате, мы вас поддерживаем практически с первого дня и будем идти до конца. Сегодня у нас колоссальная поддержка со стороны общества, мы просыпаемся, я всем нам желаю мира, добра и добиться все-таки справедливости в данном вопросе. Стоим до конца. Спасибо. Ахи зачалоз. Аԥсадгьыл азакәын, убыржәгьы ҳаԥсадгьыл арыцҳара ду иҭагылан иҟоуп. Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иаҵаӷьычуа ауаҩԥсы уи даара гәнаҳара дууп ҳәа сыԥхьаӡоит сара сахьахәаԥшуа. Аԥсны уаҵаӷьычит, аха узҵаӷьычуа дзусҭада? Аԥсны зхақәызҵаз аибашьҩы иҭаацәа урыҵаӷьычуеит, ихәыҷқәа иашьцәа урыҵаӷьычуеит. Уи даара гәнаҳара дууп. Аԥсны иаҵаӷьычуа ихәҭоу шәасҳәоит сара стәала, сазҵаауазар. Ижәла ихыхны Аԥсны далцатәуп. Аԥсҭазаара шьҭахьҟа изго, ԥхьаҟа ицар зҭахым, ҳхәыҷқәа рзы абзиара зҭахым, уи имгәацәоуп зызхәыцуа. Зымгәацәа иазхәыцуа, зџьыба акгьы иазымхәыцуа, зымгәацәа иазхәыцуа, шәгәы иалшәмырсын, убас ада ҳаншыҟаҳамҵы аҳаиуан ҳаҩызахоит. Аҳаиуан адәы иқәу амгәацәоуп изызхәыцуа, убри ҳаҩызамхап. Ҳара ҳахпату ақәаҳҵап. Ҳахпату ҳзақәҵар, адунеи иахьынӡаназааӡо зегь пату ҳақәырҵо ҳҟалоуп. Убри ҳахпату ақәҵашьа
حكم الحد مكان حكم فيس حقدر وبرانزي لقوب وبرانزي حمنيزس يحتق وحزدر زوم حزكو عمي يحزيلم كازس حدر قلي أي بشر عن فيشتي أي بشر دو حياي مليون ليق أزخا حياي أخيب شمرة حوي وبريا مشتخي حمي حزيشتوي حزجو يربن ميو حزكو أكم زرقة اشتخ صراحة سفيحو تكيب شمكو سبسو بسحو زبسن ربزي زبو زيك حيتقلب زيك حيتححل حيحبر يخسخون الخنيس حسيس نخوبريو البرلمان يخزقلا دبريوس تحرمن شلب ينير نيقو ح بريزيدنت وبريا ازاكوان حد حمقلكوان ازاكوان كوبريا دغي حد حقل خداير سو ابصخركو حمصاكوان ام يشا حكم لاكوان حخصو ام يحزم دركوان حزجو زيك башо штах حصو. Давно встал рядом с ребятами, потому что на самом деле это элементарные нормы права, элементарные законопроекты, элементарные законы, которые понимает, наверное, не только юрист, но и любой другой гражданин, который знает самое простое, что нужно жить честно. И я активно не вмешивался в эту ситуацию, был уверен, а ведь этот закон примут. Да, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. И это вот сейчас длится уже 7 лет, это ужасно. Проблем очень много. И всегда министр финансов говорит, нету денег. Так, господа хорошие, денег-то и не будет, если их грабите. Грабите страну. Грабите не только коррупцией. Здесь вопрос о незаконном обогащении. Он же в чем состоит? Подставные фирмы, выводы денег в офшоры, ложные контракты, отсутствие тендера. Все подряды идут своим. Там тройная сумма. Тройная сумма. Эти деньги опять уходят из государства. Вымогательство и многое другое. Безусловно, мы видели в своей истории в 2004 году, 2014 и 2020 году события, которые явно шли волной от народа на исполнительную власть. Почему народ это делал? Там были десятки тысяч человек не ради должностей, а ради веры, что вот единая надежда у всего народа на новую, лучшую, хорошую жизнь. И все шли вместе. Вторым предлогом, потому что все хотели жить по закону, правильно, грамотно и честно. Прошли годы, опять ничего не меняется. Сегодня я, Астамор, хочу вам сказать, вот эта идея объединила весь народ. Помните, мы очень часто говорили, народ разделен, чего-то не хватает. Нет, эта идея всех объединила. В этом зале мало человек, но нас десятки тысяч, сотни тысяч человек смотрят и в Абхазии, и в России, и за рубежом. И все хотят только процветания в своей стране. И если народ показал, что он может требовать исполнения законов, показали же, значит парламент уже не может сказать, что этот закон не будет работать. Народ заставит работать этот закон. И, соответственно, если парламент принимает этот закон, то он нужен сейчас, до президентских выборов. Именно этот закон поможет будущему президенту снять с себя тяжелый груз вот этих дармоедов, которые ему говорят, поможем, давай, потратят деньги, а потом в 10 раз больше вытащат из нашего с вами карманов. Не будет опять дорог, не будет опять пенсионеров повышения денежного довольствия, не будет ветеранам повышения денежного довольствия, не будет опять ничего. Так будущему президенту этот закон тоже очень сильно нужен. Что касается 20 статьи Конвенции ООН, для чего он нам нужен? Для того, чтобы как-то реанимировать этот государственный строй, для того, чтобы мы научились все жить правильно, начиная от чиновников, заканчивая там любым мелким, таким госслужащим. Все люди должны понимать, что есть закон, и от этого закона нам никуда не деться. Я призываю, конечно же, парламент принять срочно этот закон. Я тоже одна из сторонниц этой инициативной группы. В самом начале, лет 5 тому назад или 6, нет, 5, по-моему, мы собирались в закрытых помещениях и в узком кругу обсуждали этот закон.
Тогда даже у нас такие были процессы, ну, чуть ли не до драк доходили споры, потому что не каждый мог понять, в чем заключается 20-я статья Конвенции ООН. Сегодня об этом все уже говорят широко. Интернет сделал свою работу, потому что все население может читать и понимать, в чем заключается сила этого закона. И сегодня мы вышли на прямую финишную, и я думаю, что закон будет принят. Все говорят, наши чиновники и правительства, без конца нам говорят о экономическом развитии, о стратегии экономической. У нас нет даже фундамента. Чтобы заложить фундамент, надо принять эту статью. Если мы эту статью примем, мы заложим фундамент, я не знаю, на десятилетия, можно сказать, на столетия. Судьба абхазского народа находится в руках парламента, наших уважаемых депутатов.